принципе, это является в данный момент ключевым доказательством, который подтвердит наши доводы о том, что моему подзащитному был причинен вред здоровью сотрудниками УМВД России по Пензенской области. Но до настоящего момента она не готова. Известны факты обращения представителей УМВД в областное бюро судебно-медицинских экспертиз с просьбами ответить на вопросы, поставленные перед ними в том ключе, в котором выгодно сотрудникам полиции. Он содержится в одиночной камере, достаточно так, в более-менее комфортных условиях. Единственное, что со стороны представителей сотрудников СИЗО имеются такие небольшие провокации, точнее даже психологическое давление, когда специально перед его дверью начинается разговор о том, что там будет причинен вред его жене, ему, мне, в том числе. Следственные действия практически по данному делу не проводится. Вот на завтра назначено у нас якобы опознание голоса, но история с опознанием голоса длится уже месяц. Нам уже месяц обещают, что данные следственные действия будут проведены. По крайней мере, об одной жертве избиения в этом же отделе Новомачарского 41 мне известно то, что у нас уже написано, подготовлено заявление. В силу того, что человек находится не в Пензе, просто сейчас вопрос времени, когда он приедет, чтобы мы смогли это документально оформить и отправить, соответственно, в Следственный комитет. Потому что в нашей частной беседе он подтвердил, что один из тех, на кого указывает Вьюнов, также участвовал в его избиении.